Было уже темно, и редкие фонари на станции Грозь-Нефтяная с трудом освещали огромные толпы людей, сидящих прямо на снегу. Между собой перекликались солдаты, и иногда раздавались выстрелы. И в этот момент я думала о том, что еще одна несчастная душа отлетела к Аллаху. Многие, оставшиеся в живых, завидовали погибшим, так как не могли смотреть на плачущих детей и огромное горе, разлитое вокруг. У меня положение было еще хуже. После ареста мужа я осталась одна с 4 детьми. Старшему 9, второму 7, третьему год с небольшим, а дочери 5. Наконец подошел эшелон. Солдаты забегали, засуетились. Офицер пошел среди людей, выкрикивая: «Кто знает русский? Кто знает русский?» Я немного знала этот язык и с грехом пополам могла писать, поэтому я и откликнулась. «Вы знаете русский?» Остановился офицер, на радостях называя меня на «вы». «Да, немного. Прекрасно. Прекрасно. И я назначаю вас старшей вагона. Будете у нас переводчиком». «У меня замерзают дети», — сказала я. Только что улыбавшееся лицо офицера исказилось гримасой ярости. «Молчать! Предательское отродье! Я тебе покажу! Замерзают! А ну, быстро забирайся со своими щенками в вагон. Вот тебе карандаш и бумага. Составишь список и передашь конвойному солдату». Меня с детьми втолкнули в вагон, наших родственников оттеснили в другую сторону, и я осталась совершенно с незнакомыми людьми в вагоне. Позже, при свете керосинового фонаря, я обошла переполненный вагон и кое-как составила список. Люди, увидев меня с карандашом и бумагой, подумали, что я какой-то начальник, раз русские мне доверяют. Но вскоре они убедились в том, что все мы равны в этом аду, куда попали не по своей воле. Вагоны дернулись, и тут же эшелон тронулся, а женщины заплакали, а мужчины запели предсмертную молитву, так как прощание с Родиной было равносильно смерти.
бегали по крышам, требуя прекратить пение, но их никто не слушал. Тогда они стали стрелять сквозь крышу по людям. В нашем вагоне пуля попала одной женщине в голову. Она так и умерла, не сводя взгляда со своих детей. Их у нее было 5. Муж сидел, сжав зубы, бледный. Он не мог при посторонних выразить свои чувства. Подошел старик и прочитал над женщиной молитву. А когда она умерла, закрыл ей глаза. Все, кто находились в вагоне, выразили мужу соболезнования. Тот сдержанно отвечал каждому: «Дейл рейс хилшу, клечарно дац ад». Так начался наш скорбный путь в неизвестное. Эшелоны с измученными людьми шли уже несколько дней. И если поначалу люди страдали от холода, то теперь они почувствовали нехватку еды и воды. Отсутствие воды доводило людей до изнеможения, и они стали чаще умирать, и их хоронили уже на каждой остановке. Особенно мучились взрослые, так как они свою порцию воды отдавали детям. Позже, когда остатки войнахов вернулись из депортации, и кое-как их жизнь наладилась, некоторые русские, которые случайно оказались около вагонов смерти, вспоминали: все время слышался беспрерывный стон, в котором слышалось лишь одно слово — «хэй» — вода. Эшелоны тащились по безлюдной степи, оставляя на пути десятки трупов. Многие так ослабли, что не могли самостоятельно передвигаться. Один из стариков, почувствовав приближение смерти и попросив, чтобы над ним прочли молитву, сказал, что он счастлив покинуть этот мир. Его лицо излучало покой и ожидание того момента, когда он предстанет перед Аллахом. Мои дети тоже ослабли. Под глазами у них появились черные круги. Старший шахид лежал, чтобы меня не расстраивать, прижав лицо к щели вагона, так как ему не хватало воздуха. Я с ним часто разговаривала, и он говорил: «Нана, совелч, сокашчук орги виллаш, нагасад ашкорги цавиллах, сожалеш хавякан в урву, ах, удивится гад, ой, ханан, мухри лувуч, хавухирву, азуд ялорью, хатука берешхирву, так ханан канлурью, лирью, ахсу таюрью».
Шахид с улыбкой смотрел на меня, и по щеке его катилась слеза. Но он плакал не от того, что ему плохо или жалко себя. Он жалел нас. Он умер на следующий день. На очередной остановке я взяла сына на руки и вышла из вагона. И тут впервые я увидела на лице солдата что-то вроде сочувствия. Он позвал товарища, и они саперными лопатами вырыли отдельную могилу, хотя умерших хоронили в общей яме. Мне так хотелось запомнить это место, чтобы потом по-человечески похоронить моего мальчика. Но что можно было найти в безлюдной степи, занесенной снегом? Один Аллах знал, что я чувствовала, когда я шла к вагону, оставив сына одного в голой степи. И уже сидя в вагоне, я шептала: «Макирла сагат, Ханан хютюну, Макирла». В один из дней марта эшелон остановился на маленькой станции. Солдат открыл дверь и сказал мне: «Ты уже приехала, собирайся». Возле небольшого здания вокзала стояла группа чеченцев. Меня с детьми и отвели к ним. И пока мы присматривались друг к другу, эшелон медленно тронулся. Из вагонов нам закричали: «Ох, шудел керделла, ибе война остбатшун!» Мы стояли, опаленные болью и ужасом перед неизвестностью. Мало того, что нас оторвали от Родины, так еще отделили от народа. Увидим ли мы свой Кавказ, наших людей? Видимо, такие же чувства испытывали все остальные, потому что все, не сговариваясь, придвинулись к друг другу.